Добрый день, уважаемые абитуриенты! Начинаем нашу консультацию по английскому языку для поступления на бакалавриат БГПУ имени Акмуллы. Меня зовут Гумерова Наиля Жановна, я доцент кафедры английского языка. Экзамен проводится в форме тестирования. Результат вступительного испытания оценивается по 100-бальной шкале. Время проведения вступительного испытания – это стандартный час 60 минут. Количество заданий в тесте 30 и количество вариантов ответа 5. На сдачу экзамена дается только одна попытка. Доступ к экзамену открывается с 9 утра до 3 дня. В этот период необходимо зайти в систему. Самое позднее время входа в систему – это 14:00. После входа начнется отсчет времени. И пересдача экзамена, к сожалению, не предусматривается. В программе вступительного испытания по английскому языку перечислены все разделы для подготовки к сдаче этого вступительного испытания. Все темы, по которым составлены вопросы теста, они входят в программу средней общеобразовательной школы. Раздел 1 – это грамматика английского языка, морфология и синтаксис. Первое – это имя существительное. Нужно обратить внимание на то, как образуется множественное число у исчисляемых существительных, падеж и артикль, использование артикля. Напомню, что основная масса существительных, исчисляемых в английском языке, строит форму множественного числа с помощью окончания «s» и «s». Напоминание вам небольшое. Все зависит от конечной буквы. Если на конце у нас свистящее, шипящее, то мы ставим «es». Существует, как вы помните, несколько фонетических правил, орфографических правил. Допустим, если на конце у нас y буква, мы ее меняем сначала на I и только потом ставим окончание es во множественном числе. For example, copy, copies. Вы меняете y на конце на I и только потом ставите es. Необходимо, конечно же, помнить об исключениях. Это ряд существительных, которые сохранили свою древнюю форму. Допустим, это man, men, woman, women, child, children, mouse, mice и так далее. Может совпадать единственная форма единственного числа и множественного числа. Да? Когда, допустим, deer, deer, олень, олени и так далее. Их несколько, не так много, но все-таки на них стоит обратить внимание. В тестах часто просят поставить существительное в родительный или притяжательный падеж. Это одно и то же. Как он строится, тоже немножко напомню. Это после существительного вы ставите апостроф, так называемый, вот эта запятая, да, наверху. И окончание «s» или суффикс, как вам угодно. В принципе, это не важно, разницы никакой. Когда это можно ставить? Практически все существительные, которые обозначают живых существ, могут образовывать такой падеж притяжательный, родительный. Mother, апостроф s, mothers. Мамина сумка, mother's bag и так далее. Часто замечается такое, я бы не сказала, что это ошибка, но все-таки это не совсем английский получается. Вместо того, чтобы использовать притяжательный падеж или по-другому родительный падеж, абитуриенты стараются передать те же самые отношения с помощью предлога of. A bag of my mother, например. Это, конечно, не совсем ошибка, но англичане так не говорят, англоговорящие. Да? Если у вас существительное во множественном числе, и вы тоже хотите передать то, что кому-то что-то принадлежит, вы точно так же ставите, как здесь на примере, допустим, во множественное число существительное mother, mothers, и только потом ставите апостроф после него. Угу. Что касается артиклей. Английский язык знает 3 артикля. Это неопределенный артикль «en», разные формы, опять зависит от фонетических правил. Определенный артикль «the» и отсутствие артикля или нулевой артикль по-другому называется.
Перед исчисляемыми существительными в единственном числе артикль обязателен, необходим, если объект называется и нет других так называемых определителей. Что такое определители? Это, допустим, указательное местоимение this, that, неопределенные местоимения some, any, отрицательная частица no и некоторые другие. Например, вы можете сказать some pens, да? Несколько ручек. В таком случае артикль ставить перед существительным pens не нужно. Определенный артикль ставим и перед исчисляемыми существительными, как в единственном, так и во множественном числе, и перед неисчисляемыми существительными, если мы явно выделяем этот объект или объекты из всего множества им подобных. Следующая подтема 1.2 – это местоимения. По школьной программе вы должны уже знать, что такое личные, притяжательные, возвратные, указательные, вопросительные и неопределенные местоимения. И падеж местоимений. Это настолько разнообразная группа местоимений, что, естественно, падеж существует не у всех местоимений. Так, в английском языке у личных местоимений есть падежи именительный и объектный. Вы прекрасно помните I, me, you, но здесь совпадает, he, him, she, her и так далее. Притяжательные местоимения имеют две формы. Относительную, которая ставится перед существительным, например, my bag, his father, и абсолютную, она используется без существительного. Например, на такой вопрос whose book is this, вы спокойно можете сказать mine, не используя существительного. У указательных местоимений есть единственное и множественное число. Просто напоминаю вам. This, these, that, those. Еще раз. Еще раз покажу вам вот личные местоимения в общем падеже, извините, в именительном падеже и в объектном падеже. И относительные и абсолютные формы притяжательных местоимений. My, mine, your, yours и так далее. Следующий подпункт 1.3 – это имя прилагательное. Здесь нужно помнить, как образуются степени сравнения у относительных прилагательных. Прилагательные в английском языке в основном образуют степени сравнения с помощью суффиксов er, est. Да, это сравнительная степень и превосходная степень. Если, например, big, bigger, small, smaller, для обозначения крайнего признака, то есть превосходную степень, est, the biggest, the smallest. Таким образом образуют степени сравнения только односложные и некоторые двусложные прилагательные, например, оканчивающиеся на y. Short, shorter, easy, easier. Многосложные прилагательные, как вы помните со школы, формируют степени сравнения с помощью вспомогательных слов more для усиления признака, most крайняя степень признака, да, и less, the least для ослабления признака, для самой наименьшей выраженности признака. More interesting, the most interesting. Less boring, the least boring. Некоторые прилагательные, как вы помните, сохранили старые формы степеней сравнения. Например, вы прекрасно знаете good, better, the best. Or bad, worse, the worst. И некоторые другие. Следующий подпункт программы вступительных испытаний – это наречия. Вы должны знать некоторые группы наречий. Это тоже очень разнообразные части речи. Но вы знаете такие наречия времени, образа действия, меры и степени. И степени сравнения наречий тоже образуются как и место наречий в предложении. Мы об этом немножко поговорим сейчас.
Наречия в английском языке многочисленны, и могут они образовываться от прилагательных с помощью суффикса ly. Вы это прекрасно помните, да? Quick, quickly, easy, easily, brave, bravely. Они могут также совпадать с прилагательным hard, fast, late. Вы знаете такие наречия времени, как always, ever, seldom, often и так далее. Наречие места here, there. Наречие образа действия hard, beautifully. Наречие меры very, too, much, little и другие. Они все обычно изучаются в школьной программе по английскому языку. Наречия образуют степени сравнения по тому же принципу, что и имя прилагательное. Например, fast, faster, the fastest. Быстро, быстрее, самый быстрый. Beautifully, more beautifully, the most beautifully. Надеюсь, переводить не надо. Следующий пункт в морфологии – это количественные, порядковые, числительные. Вы должны знать, как образуются числительные от 13 до 19. Да, вы добавляете суффикс teen. Например, 17. Напомню еще раз вам. 17. Суффикс десятков – это ty. Например, 50. Порядковые числительные образуются с помощью суффикса th, который прибавляется к количественному числительному. Так, 12, например, 12th, 6th, 15th, 80th и так далее и тому подобное. Здесь ничего сложного нет. Единственное, что поскольку у нас в тесте в принципе нет письма, вы только выбираете ответ, да, просто хотелось вам напомнить, что существуют фонетические правила, когда числительные изменяются, когда к ним прибавляются вот эти все суффиксы. Но вы их должны, в принципе, знать. Повторять не помешает. Следующий у нас пункт морфологии. Предлоги места, направления и времени. Я хочу напомнить вам о самых распространенных предлогах места. Посмотрите, пожалуйста, это in, находиться внутри, да, такое значение. At, by, near, рядом с чем-либо находиться. Next to, по соседству с. On, на поверхности. Under, под чем-либо. Below, ниже. Above, над, сверху. Behind, за чем-либо. In front of, before, перед и так далее. Их достаточно много. Направление, самое распространенное. To, к чему-либо. From, от чего-либо или из чего-либо. Into, внутрь чего-либо. Back, назад и так далее. Предлоги времени нужно запоминать, как они используются. Самые распространенные это 3 предлога времени. Это at, in и on. Если вы говорите о часах, at 8 o'clock. At Christmas. At night. Предлог in winter, если мы говорим про времена года. In 1977, если мы говорим про года. In the morning, in October, месяцы, да. In the future, but on Friday, on the 6th of January, если дата у вас прямо стоит. On my birthday. И вы прекрасно помните, что если мы используем слова next и last со временем, с указанием времени, нам никакие предлоги не нужны. Например, next month, last year и так далее. Перейдем и немного поговорим о видовременных формах английского глагола. То, что по школьной программе вам полагается знать, это все времена группы simple, или они по-другому называются indefinite, да? The present simple, the past simple, the future simple. Все времена группы continuous, или их еще называют progressive. The present continuous, the past continuous, the future continuous.
Перфектные времена не все изучаются в школе, но самые распространенные вы должны знать. Это the present perfect, the past perfect и такие формы как the present perfect continuous, the past perfect continuous. И такое своеобразные видовременные формы, которые называются the future in the past, the future simple in the past, the future continuous in the past и так далее. Но это уже связано с таким явлением, которое мы называем согласованием времен, да? Sequence of tenses. В заданиях на определение формы глагола будьте, пожалуйста, внимательны и рассуждайте логически. Для времени, допустим, present simple характерно, как вы знаете, обозначение постоянного или повторяющегося действия. I live in Ufa. Every morning he has black coffee for breakfast. Хотя можно встретить present simple для обозначения действия по расписанию. The train arrives at 8 o'clock. Или какой-то универсальной истины, так называемой. Да? Magnet attracts iron. The past simple и the future simple используются для выражения либо одномоментных, либо повторяющихся действий в прошлом и будущем соответственно. Например, такие примеры вам написала. I went to the theater yesterday. I will go on holiday next Wednesday. Для обозначения повторяющихся действий в прошлом часто можно увидеть еще конструкции used to do something или would do something. Какое отличие? Если очень часто переводится одинаково на русский язык, бывало, я очень часто что-то там делал в прошлом. Отличие такое, что конструкция used to do something может использоваться как с глаголами действия, так и с глаголами состояния. Например, I used to swim very fast in childhood. Swim – это у вас глагол действия. My aunt used to have a horse. Глагол have – это у вас глагол состояния. А вот would используется только с глаголами действия. Granny would cook dinner for the whole family. То есть бабушка в прошлом часто, так скажем, или бывало, готовила обед для всей семьи. У всех времен группы continuous или по-другому progressive имеется значение временного действия, какого-то короткого действия в настоящем, прошлом или будущем, которое разворачивается либо в момент речи, в данный момент это present continuous, да? I'm having a shower now. Давайте я вам такой пример приведу. I'm having a shower now. Какой-то момент в прошлом или будущем. Yesterday at 5 a.m. she was sleeping. Yeah? Tomorrow at 7 p.m. they will be listening to the concert. Либо, по-моему, здесь все, да, примеры, либо в ограниченный промежуток времени в настоящем, прошлом или будущем. Когда я говорю I'm reading a fascinating book now, не обязательно я это делаю в настоящий момент. Просто пока в настоящем временно я читаю очень хорошую книгу. The whole day yesterday we were doing our flat. Тоже временное действие в прошлом. From 5 to 6 p.m. he will be consulting a doctor. Тоже какое-то временное действие в будущем. Что касается времен группы perfect, всегда они показывают действия, предшествующие либо другому действию, либо моменту во времени. The present perfect при этом немного отличается от остальных видовременных форм группы perfect. Отличается тем, что обычно прошедшее действие имеет какой-то результат в настоящем. Например, такой примерчик. The mail has come. А какой у нас здесь результат в настоящем?
То, что почта пришла, и вот письма и журналы какие-то, газеты здесь, я могу их потрогать, почувствовать, да? Либо время действия еще не прошло. Например, she has visited her relatives this month. This month, то есть в этом месяце, этот период времени еще не прошел. Мы спокойно можно использовать present perfect, хотя мы говорим о прошедшем каком-то действии. Я уже не говорю об указателях времени, вы их должны прекрасно помнить со школы. Если мы возьмем, допустим, past perfect, оно чаще всего используется в каких-то повествованиях, да? И оно показывает нам, что какое-то действие завершилось до другого действия в прошлом, либо до прошедшего какого-то момента. When he came home, his mother had already done shopping. The company will have fulfilled the plan by the end of the year. Я вам привела пример the past perfect and the future perfect, чтобы показать, что действия в перфектном времени или в такой форме вам указывают на то, что действие закончилось, либо закончится в будущем до какого-то другого действия, либо до какого-то момента. В прошлом или в будущем это не важно. Формы времен группы perfect continuous выражают действие, которое началось в прошлом, продолжалось какое-то время, и либо только что закончилось, либо все еще происходит. Например, такой примерчик не очень, если вы увидите, не очень хорошо видно, да? Хорошо, я прочитаю. The grass is wet. Говорит один человек, другой ему отвечает. It has been raining the whole night. Почему у нас трава мокрая? Потому что дождь шел всю ночь. Теперь поговорим о таком явлении, как согласование времен. Оно довольно подробно рассматривается в школьной программе. Еще раз напомню, что правила согласования времен в английском языке особенно важно соблюдать, если в главном предложении глагол находится в прошедшем времени. Тогда времена в придаточном предложении делают как бы шаг назад во времени. Так, present simple переходит в past simple, present continuous, past continuous, past simple, past perfect и так далее. Будущие времена приобретают форму так называемого будущего в прошедшем, future in the past. Например, I work for a foreign company. Вы хотите передать речь этого человека и пересказываете ее. He said he worked for a foreign company. The present simple перешло у вас the past simple. Не забываем, что в этом случае меняется обстоятельства места и времени. Напомню только некоторые из них. Today переходит в that day, yesterday, the day before или the previous day, tomorrow, the following or the next day, now, then, here, there и тому подобное. Например, he was playing the guitar yesterday. He said he had been playing the guitar the day before. Вы видите, что the past continuous, the past progressive перешло the past perfect progressive. Дальше, что касается английского глагола, поговорим немного о страдательном залоге в английском языке. Или, если вы так больше привыкли, так называемый the passive voice. Он используется чаще, чем в русском языке, например. Образование его запомнить совсем несложно. Опять-таки напоминаю вам, что это глагол to be в соответствующем времени плюс третья форма основного смыслового глагола. Например, a lot of houses are built in our city every year. Это постоянно происходит, да? He was asked to come closer. Некоторых форм страдательного залога не существует в природе. Например, напоминаю, the future continuous, the future in the past continuous, the present perfect continuous, the past perfect continuous, the future perfect continuous, the future perfect in the past continuous. Вот. Значение времен страдательного залога такое же, как и у глагола в действительном залоге. Дальше напомню вам, как образуется повелительное наклонение в английском языке.
Оно образуется с помощью инфинитива. Посмотрите на пример, пожалуйста. Come and help me with dinner. Вы просто берете инфинитив. Есть еще особая форма повелительного наклонения, когда вы предлагаете кому-то совместное действие. Let us dance a bit. Let's dance a bit. Следующая тема в английском глаголе – это модальный глагол. Они очень многозначны в английском языке, но самые распространенные значения приводятся в школьном курсе. Чуть-чуть только напомню вам, да, что can – это мочь, быть в состоянии, которое может заменяться словосочетанием to be able to do something. У may есть такое же значение, чаще оно используется для просьб каких-то. Must выражает долженствование или запрет строгий в отрицании. Should, ought to, совет и так далее. Сами по себе модальные глаголы не используются. После них обязательно стоит основной смысловой глагол. Например, I can play the piano. He should revise his views. Особое явление в английском языке – это так называемые фразовые глаголы, которые состоят из глагола плюс наречие или так называемый послелог. Например, look for, give up, find out. Почти никогда их значение нельзя вывести из значения основного базового глагола. Например, вы знаете, что look – это смотреть, а look for – искать. Look after – заботиться о ком-то, да? Give up – прекратить что-то делать, бросить какое-то занятие. Find out – узнать, обнаруживать и так далее. Их просто нужно запоминать. В школьной программе они тоже достаточно широко представлены. Так называемые неличные формы глагола – это инфинитив, герундий, причастие настоящего времени и причастие прошедшего времени – никогда не могут быть сказуемыми в предложении, а только частью сказуемого и выполняют другие функции в предложении. Например, I am reading. Причастие первое здесь только именная часть составного именного сказуемого. To live is to fight. To live – инфинитив здесь подлежащее. To fight – именная часть составного именного сказуемого. Опять. Такое явление у английского глагола, как сложное дополнение. Оно состоит, как вы знаете, из двух частей. Существительного в общем падеже или личного местоимения в объектном падеже, плюс либо инфинитив, либо герундий, либо причастие. Первое, либо второе. Например, I hate him to say so. Здесь у вас инфинитив в качестве второй части сложного дополнения. I remember my brother-in-law going for a sea trip once. Ну или I remember my cousin going for a sea trip once. Going здесь у вас герундий, вторая часть сложного дополнения. I heard these words mentioned several times. Mention – причастие второе или причастие прошедшего времени выполняет роль части сложного дополнения. Извините. I watched him seeing a friend off. Seeing – причастие первого или причастие настоящего времени тоже здесь входит в состав сложного дополнения. Надо запомнить еще, что в сложном дополнении с инфинитивом после глаголов чувственного восприятия, таких как see, watch, hear, некоторых других, да, и после глаголов принуждения make, let и так далее, инфинитив используется без частицы to, так называемый bare infinitive. Например, I saw him cross the street. Я видел, как он переходил улицу. Да? His words make me cry. Его слова заставляют меня плакать.
и так далее. Что еще здесь? В синтаксисе английского языка нужно помнить о структуре простого, распространенного, нераспространенного предложения с простым и составным глагольным и именным сказуемым. Помните, что в английском языке в предложении порядок слов фиксированы. Это означает, что два главных и большая часть второстепенных членов предложения имеют свое место в предложении и практически не меняет его. Два главных члена предложения – это подлежащее и сказуемое, да, то есть какой-то объект и действие, либо состояние. Например, we read. Подлежащее сказуемое. И этот порядок сохраняется практически в любых предложениях, хоть в утвердительных, хоть в отрицательных, хоть в вопросительных. Исключением является, может быть, глагол to be в настоящем времени, если он только основной, один глагол в предложении. Дальше можем развернуть, то есть сделать распространенным это предложение. We read a newspaper. То есть порядок такой сохраняется: подлежащее, сказуемое, косвенное дополнение. We read a newspaper at home. Подлежащее, сказуемое, косвенное дополнение плюс обстоятельства места. Дальше распространяем это предложение. We read a newspaper at home in the evening. Подлежащее плюс сказуемое плюс косвенное дополнение плюс обстоятельства места плюс обстоятельства времени и так далее и тому подобное. Конечно, у, допустим, определения тоже есть какие-то фиксированные места в предложении, но об этом мы сейчас не будем говорить. Некоторые группы обстоятельств, например, наречие частотности, да, располагаются в предложении на своем особом месте. I often jog early in the morning, то есть перед основным глаголом ставится. Но пара подлежащее плюс сказуемое практически всегда идет предложение в таком порядке. Подлежащее, сказуемое. Что еще характерно для грамматики английского языка? Это так называемые безличные предложения. Они используются для сообщений о погоде, времени, состоянии чего-то. Используется формальное подлежащее it, поскольку в английском предложении подавляющее количество предложений должно иметь два главных члена предложения. Подлежащее плюс сказуемое. Например, It seldom snows here in winter. It's cold. It's time to finish the task. It was 5 o'clock p.m. и так далее. Что вы должны знать в лексике английского языка? Лексический минимум выпускника средней общеобразовательной организации согласно образовательным стандартам должен составлять 1400 лексических единиц по различным темам. Например, это такие темы, как «Мои друзья и я», взаимоотношения в семье, с друзьями, внешность, досуг и увлечения, спорт, музыка, чтение, например, покупки, переписка, изучаемые предметы в школе, отношения к ним, каникулы, проблемы выбора профессии и роль иностранного языка, родная страна и страна изучаемого языка или страны, их географическое положение, климат, население, города и села, достопримечательности, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру, природу и проблемы экологии, повседневная жизнь, быт, семья, межличностные отношения, здоровье, забота о нем и так далее. То есть предполагается, что вы, как выпускники средней общеобразовательной школы, можете использовать эту лексику в своей речи на английском языке. Также вы должны знать основные способы словообразования в английском языке. Это аффиксация, допустим, то есть префиксация, префикс глагола re, когда повторяющееся действие какое-то, rewrite, переписать. Существительные с суффиксами, допустим, ness, kindness, ship, friendship, est, journalist, in, meeting. Прилагательные с суффиксами y, допустим, lazy, ly, lovely,
суффиксом full, helpful, l, musical и так далее и тому подобное. Наречие с суффиксами ly, об этом мы уже с вами говорили, quick, quickly. Числительные, суффиксы числительных, об этом мы тоже уже с вами поговорили. Должны знать такой способ словообразования английского языка, как словосложение. Посмотрите, пожалуйста, когда из двух существительных у вас появилось новое слово football. Так называемые конверсии, когда из одной части речи переходит в другую часть речи. Вы об этом знаете. Из глагола, допустим, to change было когда-то образовано существительное change. Дальше, что касается союзов и союзных слов. В английском языке существуют союзы. Это служебные слова, которые соединяют слова в простом предложении и соединяют также части сложного предложения. Например, простое предложение. Your cat is nice and fluffy. Your cat is nice and fluffy. Вот в простом предложении он соединяет слова. В данном случае прилагательные, да? Или в сложном предложении, как в примере показано. Your cat is nice, but it scratched me. Ваш кот милый, но он меня поцарапал. Союзы могут состоять из одного слова, как здесь показано. And, but и так далее. Или из нескольких. По строению они делятся на простые, nice and fluffy, small but proud, на составные, которые состоят из нескольких слов. He was running as if a dog was chasing him. Он бежал так, будто за ним гналась собака. You can park by the mall as long as there are no customers. Вы можете парковаться у торгового центра, но лишь пока нет покупателей. Существуют еще производные союзы, образованные от других частей речи, допустим, until, unless, и сложные, состоящие из двух корней. However, однако, moreover, более того. Чем отличаются союзы и союзные слова? Особенность союзных слов в том, что к ним относятся местоимения. Допустим, that, который, where, где, how, как, why, почему и так далее. Их особенность в том, что они используются не только в роли союзов, но и в роли местоимений. И во-вторых, что они не только связывают части предложений, но и являются членами придаточных предложений, поскольку обычные союзы не являются членами предложений. Например, посмотрите на такие примеры. He is the man who found the treasure. Who в данном случае подлежащее придаточному предложению. I don't know what you should do. Я не знаю, что тебе следует делать. What здесь у вас дополнение придаточному предложению. Вот что касается грамматики, морфологии и синтаксиса. Третий раздел у вас относится к страноведению Великобритании и США, поскольку очень много текстов и очень много информации в ваших учебниках школьных по достопримечательностям, по выдающимся людям, по образованию информации тоже дается в странах изучаемого языка, то есть в Великобритании и в США, но в каких-то других, может быть, в Канаде, в Новой Зеландии, в Австралии. Но в основном, конечно, мы говорим про Великобританию и США. Какие-то сведения вы должны знать. Какой могу дать вам совет? Основная стратегия по подготовке к выполнению теста и выполнению теста. Нужно повторить темы всех разделов вступительным испытанием по английскому языку. Есть приемы, которые вы можете использовать непосредственно во время самого теста, чтобы помочь себе получить максимальное количество баллов. Например, вы должны убедиться, что правильно распределяете время на выполнение теста.
Не спешите отвечать на первый вопрос. Сначала просмотрите весь тест и определитесь, в каком порядке вы будете отвечать на вопросы. Большинство студентов сразу отвечает на самые легкие вопросы, а сложные оставляет на конец. Это одна из стратегий в принципе. Еще одна хорошая стратегия – это убедиться, что вы правильно прочитали вопрос, чтобы понять, что вам необходимо сделать. Со многими вопросами полезно потратить некоторое время на обдумывание. Как лучше ответить? Составить план и сделать черновые наброски. В нашем случае, может быть, это не настолько актуально, но я думаю, что на 30 вопросов 60 минут, то есть целый час, вы вполне можете и такую стратегию применять. Порекомендую литературу. Это учебники, учебные пособия по вашему школьному курсу английского языка. Обратите внимание, конечно же, на Spotlight для 10 и 11 класса. В учебно-методическом комплексе Spotlight есть еще тест-буклет, то есть контрольные задания. Вы можете их порешать, прежде чем заняться тестом для поступления к нам на бакалавриат. Давайте пару-тройку примеров мы с вами разберем, конечно. Посмотрите, пожалуйста, должно быть хорошо видно. Такой пример из теста. As chairperson, she's the пропуск person on the committee. Как председатель она человек в комитете, в комиссии. И у вас дается несколько вариантов ответа. Как вы видите, вопрос связан со степенями сравнения прилагательных и даны два слова в ответах. Встречаются, да? Strong и powerful. Если мы говорим о власти, конечно, слово powerful является здесь наиболее подходящим в данном контексте. В этом случае нужно показать, что как председатель она самый влиятельный человек из всей комиссии. Значит, нужно найти превосходную степень слова powerful. Даны две формы превосходной степени. Most powerful и powerfulest. Поскольку прилагательное powerful двусложное и не оканчивается на y, оно строит превосходную степень с помощью вспомогательного слова most. Вы выбираете вариант most powerful. Следующий пример. Должно быть хорошо видно. They пропуск along the road for 20 minutes when they saw the post office. И опять 5 вариантов ответа. Walked, were walking, had been walking, had walked, were walked. В данном примере необходимо выбрать нужную видовременную форму глагола. В предложении есть еще одно действие, выраженное глаголом в простом прошедшем времени – saw. Также присутствует указание на период времени, в течение которого совершалось первое действие – 20 minutes с предлогом for. Очевидно, что оно было раньше, чем второе. И говорящий или пишущий в данном случае подчеркивает, что оно предшествовало второму действию, а именно началось в прошлом, продолжалось какое-то время и только что закончилось. В повествованиях в таких случаях используется the past perfect progressive или the past perfect continuous по-другому. Нужно выбрать этот ответ. И еще один пример. Have you got anything? Пропуск my cough. Понятно, что человек в аптеке просит что-то от кашля. И у вас данные предлоги различные. Здесь нужно только знать, что лекарство в данном случае что-нибудь, anything, от кашля, это for cough. Вот вы выбираете данный предлог. На этом я предлагаю закончить нашу консультацию. В день консультации вы можете задать вопросы, написать мне на почту
Пожалуйста, такая почта. everkind собака yandex.ru everkind@yandex.ru. Спасибо за внимание.